Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 8 июня. Ответственный пост, требующий мобилизации всех сил. Президент поздравил председателя парламента с избранием на должность. Доверие было оказано, осталось просто оправдать это доверие. Кровавый июнь 92-го. Вспоминаем защитников Отечества, павших в боях с грузинским фашизмом. Номера, отточенные до мелочей. Отчетный концерт хореографического ансамбля «Ирон» прошел при полном аншлаге. Сегодня президент Анатолий Бибилов встретился с председателем парламента Петром Гассиевым. Глава государства поздравил спикера с избранием на должность председателя законодательного органа страны и пожелал плодотворной и успешной работы. Президент Анатолий Бибилов принял председателя парламента Петра Гассиева. Глава государства поздравил спикера с почетной должностью. Он также отметил, что это ответственная должность, требующая мобилизации всех сил. Вы прошли очень сложный путь. Вы награждены орденом мужества президентом Российской Федерации. Это, конечно же, вас обязывает служить больше нашей общей большой родине и, конечно, Республике Южной Осетии. Доверие было оказано, осталось просто оправдать это доверие. Конечно, очень хочется, чтобы работа с населением, она не стала ниже. Я думаю, что те проекты, которые есть по работе с населением у депутатов, они будут продолжены, встречи с населением, встречи с избирателями. И работа парламента будет наращиваться и в плане принятия законов, наращиваться и в плане общения с населением, чтобы вникали в проблемы людей, и чтобы мы совместно принимали меры для того, чтобы улучшить или устранить эти проблемы. Президент высказал надежду на совместную плодотворную работу. Огромная работа нам предстоит совместно в разработке законопроектов, законов, которые будут направлены на улучшение жизни наших граждан. Знаю, были проблемы между исполнительной и законодательной властью. Сегодня у нас есть все основания полагать, что работа двух ветвей власти выйдет на новый уровень, и взаимодействие оно будет абсолютно плотным. Хотелось бы пожелать вам в вашей работе успехов. Очень надеюсь, что те политические силы, которые сегодня представлены в парламенте, будут консолидированы в едином служении своему народу. И убежден, что все предпосылки и все основания для этого есть. Председатель парламента Петр Гассиев поблагодарил президента за теплые слова. Он отметил, что осознает ответственность своего положения, выразил надежду на оказание поддержки со стороны главы государства. Круг задач четко определен в вашей предвыборной программе. Краеугольным камнем в ней стоит консолидация общества. Поэтому я, как председатель парламента, считаю необходимым в первую очередь консолидировать все политические силы, которые находятся внутри парламента, чтобы они работали на благо нашего российского народа, того самого народа, который наделил нас высокими полномочиями депутатов. Со своей стороны я вас могу заверить, что председатель парламента, в моем личном, вы всегда будете находить твердую опору и поддержку всем начинаниям, которые вы начинали, работая в парламенте, и теперь которые нужно продолжать. Спикер парламента отметил, что не так много осталось до парламентских выборов, и он намерен сделать все от него зависящее, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке. Не буду скрывать, буду стараться, чтобы партия, которую называют сейчас партией власти, она удержала свои позиции, может быть, даже увеличивает, но это ни в коей мере не в аспекте дискриминации других политических сил. Все должно пройти в честной, чистой, открытой борьбе. Спасибо вам, спасибо фракции «Единая Осетия» за доверие. Постараюсь оправдаться. Анатолий Бибилов отметил, что в связи с переходом парламента на пропорционально-мажоритарную систему предстоит много работы для того, чтобы к 2019 году подготовить законодательную базу. Президент попросил не задерживаться с этим вопросом. Мы уже подошли
не впритык к выборам, а в этом году, в следующем году, не спеша, без сомнения, проработали законопроект, который бы определял нам выборную систему пропорционально-мажоритарную. Очень прошу, чтобы вы поручили соответствующим комитетам проработать вот этот законопроект. Причем я бы просил еще проработать другие конституционные законы, которые определяют у нас выборный процесс в Республике Южная Осетия, и максимально сделать так, чтобы вот эти конституционные законы не противоречили друг другу. Президент отметил, что есть несколько законодательных проектов, которые предстоит завершить до конца. Проект, который мы в свое время начали вместе с парламентом, о профессиональном парламенте, мы это, конечно же, будем делать. Закон, который мы приняли о льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства, он тоже будет прописан. Сегодня мы как раз проводим консультации с Министерством финансов, с Министерством экономики. Я думаю, что те проекты, которые были заложены в парламенте, опять-таки в помощь нашим предпринимателям, опять-таки проекты, которые были связаны с оптимизацией работы самих депутатов парламента в целом, мы это будем продолжать. Глава государства пожелал новому спикеру парламента успехов на новой должности. Эльвира Тибилова, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня президент Анатолий Бибилов представил новых руководителей коллектива Министерства внутренних дел и государственной охраны. В ходе встречи глава государства высказал как пожелания, так и призвал с ответственностью подходить к поставленным задачам. Репортаж Елены Газаевой. На должность министра внутренних дел назначен Игорь Наньев. Сегодня президент Анатолий Бибилов встретился с работниками министерства и представил коллективу их нового руководителя. Игорь Наньев хорошо знаком с коллективом, знает свою работу и все эти годы верой и правдой служил Отечеству. Президент отметил, что в годы вооруженной агрессии Игорь Наньев принимал самое активное участие в боевых действиях. На вверенных ему должностях на протяжении всей своей трудовой деятельности работал с большой ответственностью. Глава государства выразил надежду, что и на новом месте будет работать также плодотворно. Поставленные задачи перед новым министром – это в первую очередь борьба с преступностью. Президент потребовал провести все необходимые следственные мероприятия, чтобы в ближайшее время призвать к ответственности правонарушителей. Долгое время Министерство внутренних дел находилось без министра. Мною президентом Республики Южная Осетия принято решение о назначении на должность министра внутренних дел Республики Южная Осетия Наньева Игоря Георгиевича. Также особое внимание президент обратил на борьбу с наркоманией, начиная с тяжелых наркотиков, заканчивая всякими таблетками. Как выразился президент, борьба с наркоманией должна быть жесткой и непримиримой. И каждый человек, который травит наше молодое поколение, четко должен понимать, что будет строго наказан. Президент также обратил внимание на работу участковых милиционеров. Участковые милиционеры должны знать в лицо всех жителей своих районов, так же, как и жители района его. Задачи, которые в связи с назначением хочу поставить. В первую очередь, конечно, борьба с преступностью. Борьба с преступностью, почему? Потому что буквально за короткое время у нас произошло несколько грабежей. Считаю, что эти грабежи сделаны одними и теми же людьми. Я, насколько понимаю, почерк один. Это дело чести, начиная от рядового милиционера и заканчивая министром внутренних дел. Мы в коем случае не должны позволить, чтобы преступные элементы наводили здесь свой порядок. Главный порядок, который у нас есть, это закон Республики Южная Осетия, Конституция Республики Южная Осетия. Я думаю, что Игорь Георгиевич вместе с вами, при полной вашей, конечно, поддержке, справится с этими задачами. И, наконец-то, мы в этом деле наведем порядок. Прежний министр внутренних дел Ахсар Лавоев поздравил назначенного на эту должность Игоря Наньева. Я от всей души поздравляю Игоря Георгиевича с назначением на должность министра внутренних дел. Уверен, что Игорь Георгиевич
успешно будет справляться со своими обязанностями, которые будут перед ним ставиться руководством республики. Имея такой большой опыт и в оперативной работе, и боевой опыт, что доказывает его боевые награды, человек полностью отдается своему делу, не жалеет ни сил своих, ни себя ради результатов своей работы. От всей души желаю вам, Игорь Георгиевич, прежде всего здоровья, успехов в работе, заслуженной благодарности населения, уважения коллектива и самое главное, это победа над преступностью. Уважаемый Анатолий Ильич, я вам желаю, чтобы вы в лице Игоря Георгиевича получили надежную опору и поддержку в решении важнейших государственных задач на благо народа Южной Осетии. Спасибо вам большое. В свою очередь, генерал-майор Игорь Знаниев поблагодарил президента за высокое доверие к нему и отметил, что постарается с честью выполнять поставленные перед ним задачи. Товарищ главнокомандующий, товарищи офицеры, коллеги, я знаю, что коллектив работоспособный, остается только работать, прилагая все усилия. Мой принципиальный подход и мое отношение к работе вам всем известно. Президент на встрече с коллективом Министерства внутренних дел отметил, что на всех перечисленных направлениях руководство республики будет оказывать всевозможное содействие министерству, отметив, что честь офицера должно быть выше жизни. Далее прошла встреча президента республики Анатолия Бибилова с коллективом государственной охраны. Здесь также состоялось представление нового руководителя государственной охраны от Самаза Бибилова коллективу. Президент отметил, что главное в работе государственной охраны – это дисциплина и знание своих функциональных обязанностей и абсолютное понимание той ответственности, которая на них возложена, а также полное взаимодействие со всеми государственными структурами республики. Также президент поблагодарил Мурата Гучмазова за добросовестную службу. От каждого из вас зависит жизнь руководителей Республики Южная Осетия. Здесь служат люди, которые прошли войны, служат люди, которые прошли Афганистан, служат люди, которые награждены государственными боевыми медалями и орденами Республики Южная Осетия. Каждый из вас отдельно достойный человек. И я бы очень хотел, чтобы как подразделение мы себя вели тоже достойно. Уважительное отношение к народу, к людям, уважительное отношение к другим структурам и абсолютное взаимодействие с этими самыми структурами. В свою очередь, Мурат Гучмазов поблагодарил весь коллектив государственной охраны за сплоченную работу за все эти годы. Выразил надежду, что весь коллектив поддержит Самаза Бибилова и совместно они будут выполнять свои профессиональные обязанности на высоком уровне. Uzun efendizlerin na prezidenten Bibilt Anatolijem, abun imенно на коллективе Кейровзерство, именно охамлеге Кейровзерство кеше из зона, полчидерния зона Bibilt Alsemeze, кеше из зона код Erdolgen, код охамодеймо кеше веченго сохрана зона Олердегидар. Что будет загам шагайдар на президента Анатолия Бибилов еще. Охам должностный, охам должностный кабинет здесь. Анда загандуешь даже смохан, что будем, что мы достали, пошукать канал. Зардая, уверен, что мы что дарит терхастаны, хищот бара, что дарит нам бале заупом магаски, хадун что дарит, что мы хаскан, хадун, анда булдар. Во время встречи с коллективом государственной охраны собравшиеся обратили внимание президента на здание ведомства. Здание нуждается в капитальном ремонте. С хорошей вести началось утро работников Министерства сельского хозяйства. Председатель правительства Эрик Пухаев представил коллективу нового министра Льва Пухаева. Эрик Пухаев отметил, что идет этап формирования членов правительства и новые назначения ее неотъемлемая часть. В ходе встречи с коллективом Министерства сельского хозяйства также было отмечено, что поставленные президентом задачи должны быть выполнены, а развитие сельского хозяйства является основной, поскольку сельское хозяйство переживает не лучшие времена.
гражданам. Зачитав указ президента, Эрик Пухаев добавил, что надеется, что теперь работа в этом направлении будет только улучшаться. Пухаева Льва Ароновича вы знаете, большинство, наверное, из вас знает, 2001-2002 он работал замминистром сельского хозяйства. Какой-то опыт у человека есть, но я думаю, что дальше в его работе вы ему будете помогать. Во время встречи с коллективом Министерства сельского хозяйства Лев Пухаев выразил слова благодарности за столь высокое доверие со стороны президента. Также подчеркнул, что с проблемами этой отрасли знаком. Президент вез сейчас Бохаскутом. Очиген коллективима нужно, но сюда хорскоттакта сорожда. На бунку дохов. Лена Газаева, Аида Кочиева, Азамат Кузыев. Информационный выпуск сегодня. В республику с рабочим визитом прибыл помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. В ходе визита проводится осмотр объектов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия. И сегодня же российский чиновник встретился с президентом. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял у себя помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Анатолий Бибилов поблагодарил гостей, отметив, что Российская Федерация нашей стране уделяет большое внимание. По всей республике ведутся строительные работы, которые все эти годы были под строгим контролем. Также полным ходом идет реализация договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Южной Осетией. Реализуются и все дополнительные соглашения в рамках этого договора. Гостем вас назвать уже язык не поворачивается, потому что многие годы, практически несколько лет вы непосредственно занимаетесь проблемами Южной Осетии и экономическим развитием, и восстановлением Республики Южной Осетии, восстановлением социальных объектов. И мы прекрасно видим, что с момента начала вашего руководства процессами восстановления этими крупными компаниями нашей экономики и инфраструктуры, оно дало реальный результат. И по дорогам, и по объектам, которые сегодня у нас есть, и по кинотеатру, где реально продолжаются работы по Ленгорскому району, где у нас сегодня меняется вся инфраструктура, да и по всем другим объектам, которые в принципе начались еще по программе 2015-2017 года. Я хочу вам выразить благодарность за то внимание, которое вы уделяете Республике Южной Осетии, причем пристальное внимание, которое вы уделяете. И, конечно, политические процессы, которые происходят, и реализация договора, который был подписан президентом Российской Федерации и Республики Южная Осетия, его реализация, она тоже идет полным ходом. Практически все дополнительные соглашения, которые были определены этим договором, оно уже реализуется, уже практически все подписаны. И я думаю, что результаты, они уже есть. Анатолий Бибилов передал слова искренней благодарности от имени осетинского народа и от себя лично президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В случае еще раз передайте Владимиру Владимировичу Путину мои личные наилучшие пожелания доброго здравия народа Южной Осетии и поблагодарить за то внимание, которое было оказано к тем проблемам, которые, конечно, мы были обозначены. Спасибо. Конечно, в свою очередь хочу от имени Владимира Владимировича также передать вам привет и тоже слова благодарности. Мы не так давно встречались. Работа по итогам вашей встречи на сегодня развернута в Москве. Думаю, что мы вместе с вашими коллегами все те поручения, которые Владимир Владимирович дал по итогам встречи с вами, выполним и будем стараться вас не подвести. Помощник президента отметил, что это сугубо рабочая встреча, и хотя его визит в нашу республику продлится всего день, он будет плодотворным. Сегодня, вы знаете, мы проводим сугубо рабочий визит, потому что в республике началась новая эпоха. Вы являетесь президентом, соответственно, будут наверняка внесены
какие-то коррективы в политику экономическую и в политику по интеграции с Россией и в других направлениях государственного строительства. Мы открыты здесь к диалогу, готовы воспринимать эти новшества, вместе их обсуждать, и думаю, что в основном будем их поддерживать, поскольку давно уже, слава богу, знакомы. Знаю, что мы единомышленники, и вы упомянули о договоре новом, на базе которого сейчас наше сотрудничество углубляется. Я, пользуясь случаем, хочу еще раз вам сказать огромное спасибо, потому что вы тогда в качестве лидера парламентского большинства очень нас поддержали в этом стремлении углубить нашу интеграцию наших стран. И я считаю, что вы сыграли решающую роль в том, что этот договор сегодня мы имеем в той редакции, которая максимально содействует как можно более глубокому сближению наших стран. Задача нашего сотрудничества, думаю, что мы тоже видим одинаково, фактически в конечном итоге должно быть общее культурное, правовое, оборонное, экономическое пространство. И я думаю, что эта цель вполне реалистична, и мы ее, безусловно, достигнем в свое время. Спасибо вам. После рабочей встречи делегация проинспектировала строящиеся объекты в городе Схимвал. Роза Тедеева, Регина Черткоева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов принял у себя делегацию Самарской области. Было отмечено, что связь между Республикой Южная Осетия и Самарской областью существует непосредственно благодаря председателю Союза народов Самарской области, экс-председателю правительства Южной Осетии Ростиславу Хугаеву. В завершении встречи президент вручил гостям памятные монеты с изображением храмов республики. Елена Газаева подробнее. В нашу республику приехала делегация из Самарской области. В состав делегации вошли 11 человек под председательством Ростислава Хугаева, председателя региональной общественной организации «Союз народов Самарской области». Встреча с президентом Анатолием Бибиловым прошла в теплой и дружеской обстановке. Президент отметил, что сам не раз бывал в Самаре, народ там очень дружелюбный, а связь между Самарской областью и Южной Осетией тесная благодаря Ростику Хугаеву. При своей должности председателя Союза народа Самарской области я знаю, что все делает для того, чтобы было общение между представителями разных национальностей, было взаимопонимание. И без сомнения многонациональная Самарская область действительно может являться примером, как надо жить в дружбе, как надо жить во взаимопонимании и как надо просто жить по-человечески. Спасибо, Ростик Расович, что опять очередной раз доставили нам удовольствие встретиться с нашими друзьями, со многими в Самаре познакомиться. Довольно-таки теплые отношения у нас сложились. Конечно, это прекрасно. Прекрасно это, и если уж выходить на такой государственный уровень, то прекрасно это, конечно же, в рамках договора, который подписан между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. Вот они примеры как раз этой интеграции, этих интеграционных процессов. Далее член делегации, уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцева, зачитала приветственный адрес от имени губернатора Самарской области Николая Меркушева, в которой он поздравил Бибилова с избранием на должность президента страны, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах, развитие дружеских отношений между Республикой Южная Осетия и Самарской областью, и передала от имени губернатора Самарской области Николая Меркушева памятный подарок. Ольга Гальцева также рассказала о том, как, будучи депутатом Государственной Думы Российской Федерации 5-го созыва, голосовала за признание независимости Южной Осетии в 2008 году. Анатолий Бибилов отметил, что народ Южной Осетии никогда не забудет той бескорыстной помощи, которую ему оказала Россия в тяжелое время. Глава государства также выразил заинтересованность руководства республики в приходе инвесторов в Южную Осетию. Нам, конечно же, очень хочется, чтобы входили инвесторы, тем более Самарская область, она довольно-таки самодостаточная, есть очень много
больших градостроительных организаций, предприятий, которые могут для себя здесь найти возможности вложения своих инвестиций и получать, конечно же, дивиденды от этого. В завершении встречи президент вручил гостям памятные монеты с изображением храмов республики. Елена Газаева, Аида Кочиева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Делегация из Самарской области встретилась также с журналистами республики. Представители СМИ интересовались жизнью Самарской области. Было отмечено, что там есть улица Осетинская. Гости, в свою очередь, восхищались красотами нашего края. Прозвучало и предложение наладить двусторонние культурные связи. Обо всем подробно Дзараса Кузаева. Представители самарской делегации на пресс-конференции рассказали журналистам о целях приезда в Аланию. Возглавляет делегацию наш соотечественник, председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев. Чтобы развивать именно те отношения, которые есть и по общественной палате, по правам человека. Вот это бы хотелось развивать между Самарской областью и Южной Осетией. Конечно же, экономические вопросы. В состав делегации вошли члены Общественной палаты Самарской области, представители правительства, а также руководители крупных строительных компаний. Все они тепло отзывались о нашей республике. За 3 дня их нахождения здесь они побывали во многих местах. В Самаре не понаслышке знают о Южной Осетии. Там есть и улица Осетинская, целый микрорайон, построенный Ростиславом Хугаевым, прекрасная школа и детский сад. Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гольцова была депутатом 5-го созыва Государственной Думы. Именно они принимали решение по признанию независимости Южной Осетии. 326 депутатов из 450 проголосовали за это решение. И мы, прежде чем голосовать, провели немало очень аналитических исследований. Мы слушали ваше руководство, вашу общественность на закрытом заседании Государственной Думы. Вот если бы, наверное, вся общественность Российской Федерации увидела сегодня вот тот мемориальный комплекс, который вы посетили в школе, я думаю, вся Российская Федерация сегодня проголосовала именно бы за то решение, которое проголосовали депутаты Государственной Думы 5-го созыва. Все представители делегации предлагают свою помощь угостинской стороне в вопросах по правам человека, по созданию общественной палаты, туризму. Пласт, на котором на туризме целые страны живут. Да. Это нужно развивать. Нужно задействовать все средства массовой информации, а также сарафанное радио. Вот мы приедем, будем много рассказывать, привлекать людей, потому что деньги должны оставаться здесь. Не надо их увозить там за границу. И сейчас вся Россия работает на это. До признания независимости республики здесь не велось строительство. Теперь, когда есть безопасность, мы можем привлекать инвесторов, ведь нам необходимо строить и восстанавливать инфраструктуру. Жизнь есть тогда, когда есть строительство. И строительство останавливается только в тех моментах, когда идет война. Поэтому то, что вам нужно очень много строить и развиваться, а чтобы строить, действительно, вот правильно сказала Татьяна Константиновна, нужна нормативная база, нужно правильно выстраивать, как строить инфраструктуру и все прочее. Поэтому мы, конечно, готовы, открыты и оказать любую помощь. И в то же время, если будут интересные проекты, то руководитель строительной компании, который сегодня вот мы все здесь присутствуем, мы готовы к сотрудничеству. Членами делегации было отмечено, что у нас потрясающая природа и необходимо разработать туристические маршруты. В свою очередь, они готовы приложить свои усилия и помочь нам в этом. Министр культуры Жанна Засеева поблагодарила гостей за приезд, отметив, что надо поработать над подписанием договора с Минкультом Самарской области и наладить двусторонние культурные связи. Через вас, через Общественную палату, через гильдию строительства договариваться и подписывать договор с Министерством культуры Самары. Это город удивительной культуры и удивительного градостроения. В этот город нельзя не влюбиться. И Волга, наверное, дает право и, может быть, какой-то посыл, чтобы люди там работали на совесть.
Родной брат Ростислава Хугаева Ирбек Хугаев помогает абитуриентам из Южной Осетии поступить на строительные факультеты вузов Самарской области. Было предложено от имени строителей Самары назначить именные стипендии лучшим студентам из нашей республики. Зраса Кузаева, Алим ПТФ. Информационный выпуск сегодня. Сегодняшняя дата в истории Южных Осетин является началом тяжелых событий, которые пришлось пережить нескольким поколениям осетин. Прошло 97 лет с первого геноцида Южных Осетин. Георгий Плиев пролистал тяжелые страницы нашей истории. 20-й год 20-го столетия – один из самых тяжелых периодов в истории Алании. В основе жестокого преступления против южной ветви осетин лежало и желание грузинского народа захватить историческую землю Алан, как им казалось и кажется до сих пор, принадлежащую им, а также случаи национальной неприязни. В ходе кровопролитных военных противостояний и преступных налетов грузинских нацистов были истреблены лучшие представители нашей нации. Я мог схоником анусун геноцид. وما گرزستونه چی فنده لوا پادساخ سر فنده جردانی و فنده شیرارناز یا فنده ساکاشفی یا فنده گامساخور یا ما خند آل که رستر داریست گونی گناسید منم قطعه مدام مرگه کمی دست سالمازان تاکسو دیوزادن کو کنک کنوی دا توک دیستادن کو دلمه کو کنوی دن دخوزدار تا خستت تکون بین کن مثل سبر کو کنوی و در گناسید و دستو منم قطعه مدام کن کو مخاطرش تاکسوی و مگس گز نمای نفتم گناسید مخرر تا گرزستونه دیگه نفرس مکرد سردسته یه ودای فستانه نفرس مک فازم دسته کد زنم کد آدم کد ناسی هفتانه یه ودای فستانه ما خیلی سعود خسته اگه مثل فنده ما خس کنم کنیم فنده سن مخ نتاو نوید آیس نظر خیستونن سایت خی و من مثلا فنده مثلا فرس ما ایشتی سخنی سای کنایستم راز مرا گخسر کنم فنده سر مست رفتم دونیل و دون کوی کویل بیکم ما این دادن تو در سفرت ما کوی کوی زقلت فرافتم ولی این سال که من در یخینم این سال که من در یخین از مخم دریس نخینم من نخی است فلا ما خوابون کسم دو نماز سلطان ما خوابون کسم رفتن دست کامون رو قبلت رزیم ما مسا قسمت ما فلا ما خوابون رایسم بر مستری سریت دون مخم قوم خسبه بونی من پادزخودن گین کدو افتا قوم مخن خسبه بونی نکوست زال مخ قوم آل بون در ماخر زادتن استودنتن سوالتن کسم مثلا ایساقوست تخیصازم کلمه نخسته از سزاماز رو مخی کمی فاروخه و نیخسن ارغسلت فرطاو. Горели дома, горела вся Южная Осетия, и этими преступлениями с жестоким цинизмом в своих дневниках делился нацистский командир Валико Джугели. Несмотря на угрозу для жизни, исходившую в те годы со всех сторон, к сожалению, и предателей изнутри, осетинский народ не потерял веру в свое национальное самосознание, и духовно-нравственные перемены на бывших территориях Российской империи не сломили гордый и справедливый дух Алан. Грузинскими нацистами были захвачены и расстреляны 20 мая 1920 года 13 коммунаров, которые не хотели попустительствовать преступлениям грузинских нацистов. Сейчас мы находимся на месте расстрела 13 коммунаров. Именно здесь грузинский национал-шовинизм в лице подлых предателей и христианнейших палачей находит полное отражение своей гнусной сущности. На этом месте грузинский священнослужитель призывал бить коммунистов и осетин. Как его жалкий приспешник спустя долгие годы благословлял на священную войну грузинские войска, планировавшие уничтожить весь наш народ. На этой возвышенности над городом 13 участников сопротивления против бесчинств грузинских бандитов, 13 осетинских парней, которые считали своим долгом противостоять процессу уничтожения южных осетин, своего народа, были расстреляны без суда и следствия. Странно, что и спустя 97 лет международным сообществом не дана оценка преступлениям грузинских нацистов. Не признан факт геноцида осетин, хотя все основания для этого имеются. Впрочем, отмалчиваться по вопросам реально проблемным в их стиле. Грузины уничтожали южных осетин, следуя извечной концепции национальной неприязни и некоторым политическим мотивам. Но все-таки отрадно, что неоднократные посягательства грузин на свободу осетинского народа проваливались. Южная Алания существует вопреки всем жестоким историческим перипетиям. Жизнь юго-осетинского народа зиждется на исключительно честном отношении к истории, вере в свое национальное самосознание. А моральную ответственность за множественные попытки истребления юго-осетинского народа, как бы они старались этого не признавать, несет Грузия. Георгий Плеев, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня. Мы продолжаем рассказывать о событиях 25-летней давности. Бои за Цхинвал на высоте Тек. В июне месяце 92-го Южная Осетия потеряла многих своих лучших сынов. Их не забыли, их помнят и чтут.
На этом кладбище похоронены сыны Осетии, которые отдали свои жизни за родину и мир. Одним из них был Инал Лалиев. Он был жизнерадостным, смелым и отзывчивым человеком. Все время спешил, ценил каждую минуту, будто боялся не успеть. Ему было всего 22 года, когда его не стало. 25 лет назад, 8 июня, от рук грузинских фашистов трагически погиб один из лучших сыновей Осетии Инал Лалиев. Инал родился в 1970 году в Южной Осетии, служил в Кемеровской области. После службы приехал на родину, устроился на работу, был водителем скорой помощи. Брат Инала Эдик вспоминает с грустью те тяжелые годы. В службе скорой помощи они работали вместе, но когда брата не стало, Эдик перешел на другую работу. В 1992 году, когда активно шли боевые действия, когда грузинские фашисты убивали детей, стариков и женщин, обстреливали больницы и другие объекты, нелегко приходилось работникам скорой помощи. Несмотря на частые обстрелы, они выполняли с честью свою работу. 8 июня Инал не должен был работать. Это была не его смена, но обстоятельства сложились иначе. Совсем молодой, но такой мужественный. Инал в этот день отвозил тяжелораненых к самолету. Он заехал в пожарную часть за бензином. Это были его последние минуты жизни, последний вздох. Снайпер выстрелил в него. Оборвалась его жизнь. 90-й год. так скорый костон. Он вернулся из армии в 1990 году. Я помог ему с трудоустройством, и мы вместе начали работать в службе скорой помощи. В день его смерти шла активная перестрелка, но он не испугался, отвозил и привозил раненых. Мать ему всегда говорила, чтобы он выехал за пределы республики, но он ответил, что не оставит свой народ и до последнего помогал всем, чем мог. Инал женился в 17 лет. У него осталась дочь. Ей уже 27, живет в Киеве. Когда погиб отец, ей было всего 5 лет. Каждый год 8 июня родственники, друзья и одноклассники приходят на могилу Инала, чтобы почтить его память. Мать Инала Варвара этот тяжелый день помнит по минутам. Помнит, когда Инал последний раз забежал домой. Не пообедав, выехал на очередной вызов. С болью в сердце Варвара просматривает фотографии сына. В комнате Инала до сих пор ничего не изменилось. Все так же, как и было раньше. Мой сын в этот день заглянул домой. Я ему предложила покушать, но он отказался. Сказал, что нужно ехать. Больно от того, что он погиб такой страшной смертью. Снаряд попал ему прямо в голову. Эмма Тибилова в те годы работала с Иналом в одной бригаде. Ей нелегко вспоминать этот тяжелый день. Когда ей сообщили, что Инал погиб, она не могла поверить, так как не прошло и 20 минут, как Инал выехал на вызов. Возле пивзавода на улице Сталина мы с Иналом забрали раненую женщину в больницу, а из больницы должны были забрать чей-то труп. Я тогда работала медсестрой. Инал привез меня на работу и не разрешил мне поехать с ним. Через 20 минут нам сообщили, что наш водитель погиб при исполнении. Мы все были в шоке. Он погиб на месте. Инал никогда себя не жалел, всегда всем помогал. Он был очень хорошим, порядочным и смелым человеком. Мы его любили. Очень трудно говорить о нем в прошедшем времени. Председатель фонда раненых Мадина Плиева помнит Инала как очень смелого человека. Она в тот день помогала Иналу загружать тяжелораненых в вертолет. Со слезами на глазах она нам рассказала о героических поступках Инала. Он всегда приезжал на своей скорой помощи, всегда проявлял смелость и патриотизм. 8 июня, когда горел Приз и другие села, вертолет, который должен был забрать тяжелораненых, приземлился в селе Твет. Мы вместе с Иналом доставляли раненых. Я зашла в больницу, а Инал уехал, не дождался меня. Он был героем. Мы его будем помнить всегда. Сколько бы времени ни прошло, народ Осетии всегда будет помнить ребят, которые во имя нашего светлого будущего сложили головы. Такие герои, как Инал, не умирают. Они всегда живут в наших сердцах. Алена Утаева, Александр Кочьев, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Хореографический ансамбль «Ирон» вновь порадовал ценителей прекрасного. К отчетному концерту ребята подготовились основательно. Номера были исполнены профессионально. Своими впечатлениями делится Марьяна Чучьева.
Отчетный концерт хореографического ансамбля «Ирон» при администрации города Цхинвал собрал полный зал почитателей осетинской культуры. Художественный руководитель ансамбля Диана Хугаева на протяжении нескольких лет работает с детьми, и «Ирон» является победителем многих конкурсов, проходящих за пределами республики. Концертная программа открылась традиционно с осетинского массового танца «Синт». Главный осетинский танец был исполнен младшей группой ансамбля. С восторгом был принят один из любимых номеров зрителей – горский танец. С особым чувством гордости юные танцоры выполняли каждое движение, казалось, отточенное до мелочей. «Горянка», «Девичий перепляс» и множество других номеров исполнил ансамбль «Ирон». Особо полюбилась зрителям хореографическая постановка. Руководитель ансамбля Диана Хугаева поблагодарила всех за внимание, отметив, что с большим удовольствием прививает любовь к осетинской культуре детям. Хочу выразить благодарность администрации города за то, что каждый раз поддерживает нас. Также выражаю благодарность государственному телевидению. Большое вам спасибо. Я мечтаю, чтобы юное поколение Алании придерживалось осетинских традиций и осетинской культуры, чтобы они достойно передавали их своим потомкам. На концерт были приглашены и представители городской администрации. Заместитель главы администрации Хатуна Казиева поблагодарила детей за то, что они подарили прекрасный вечер всем собравшимся. Действительно, этот концерт вызвал приятные эмоции. Важно то, что участниками концерта являются подрастающие поколения. Они являются носителями культуры и традиций осетинского народа. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто прививает эти традиции подрастающему поколению, особенно Диане Хугаевой. И сказать вам огромное спасибо. Без ваших усилий, без вашей поддержки мы бы не могли достичь такой цели, к которой мы все идем. Я никогда не видела такого человека, который так фанател от своего дела. Это человек, не знаю, с таким сердцем, искренне любящий свое дело. Низкий вам поклон за все, что вы для нас делаете. Юные танцоры рассказали нам, как сильно любят заниматься национальными танцами. Многие из них мечтают стать великими артистами. Теперь ансамблю «Ирон» предстоит дальнейшая кропотливая работа над новыми номерами. Мы, в свою очередь, пожелаем им творческих успехов. Диана Леонидовна каждый день проводила репетиции, готовя нас к концерту. Я хочу поблагодарить мою учительницу. Она очень добрая, хорошая. Диана Леонидовна, я хочу поздравить вас. Спасибо вам за то, что вы нас учили. Будете учить дальше. Ваши концерты. Мне очень понравился этот концерт. Марьяна Чочиева, Азиз Багаев, Заурус Таев. Информационный выпуск сегодня. Вас ждет прогноз погоды на завтра, 9 июня. В Знаурском районе республики завтра, 9 июня, ясная погода. Днем температура воздуха плюс 25, ночью плюс 14. В Цаурском районе переменная облачность, днем 24 градуса тепла, ночью плюс 13. В городе Квайса ясно, днем плюс 23, ночью 11 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии переменная облачность, днем плюс 25, ночью плюс 14. В столице республики в Цхинвале ясная погода, днем плюс 26, ночью плюс 15. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаем, что наши выпуски вы сможете посмотреть на сайте государственного телевидения gtrkir.ru. Я, Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания.